Вот мы на стенде фабрик португальских фабрик, что на самом деле редкость для Милана, потому что не так много здесь португальцев, но вот эти очень талантливые, я считаю. Это фабрики Ginger и Jagger и фабрика Muna. Muna занимается мягкой мебелью, а Ginger и Jagger занимается различными корпусной и мебелью, также столами и всякими аксессуарами, светильниками, зеркалами. Мне очень нравятся вещи, как акцентные вещи в интерьерах. И, вот, например, вот эта новая библиотека в стекле и металле таком золотистом. Тут же светильники есть, вот эти столики. Потом мне вот этот вот торшер нравится. Он уже не первый раз, я его вижу, по второй раз. Вот с этими листьями. Они как-то сделаны, знаете, очень вот не технично, как будто это на компьютере нарисовано, они сделаны, эти вещи, как будто их вот нарисовали от руки, и они поэтому такие живые. Здесь еще есть несколько вещей, например, интересный очень комод с фасадом из наборного мрамора. Основание, можно обратить внимание, так иронично сделано, прозрачное, легкое, да, то есть такой контраст объема такого достаточно тяжелого, массивного, лак и мрамор, и внизу прозрачное основание. И вот эти вот зеркала, светильники повсюду, вот эти Ginger Jagger, довольно они любопытные. Они, конечно, здесь смотрятся очень концентрированно на стенде, но на самом деле в интерьере, если мы добавим какой-то один вот такой объект, вот такой, или вот несколько зеркал и консоль, то это будет замечательно смотреться. В общем, много здесь симпатичных вещей, но те, которые мне нравятся больше всего, я вам уже назвал. И вот еще замечательный стол в наборном орехе, видите, сделан такими клиньями. Это то, что как бы многие фабрики ленятся вот так выкладывать шпон. Но вот португальцы не ленятся, и за это им честь и хвала. Мы на стенде фабрики Эдра, за которой я слежу очень давно. Одна из самых необычных фабрик, которые знают все дизайнеры, архитекторы, потому что это из тех фабрик, которые очень любят профессионалы, такие как я, но довольно сложно бывает использовать для проектов, потому что модели все очень необычные. Но в то же время, если, допустим, попробовать самому, вот что можно сделать на выставке, сесть на, допустим, диван какой-нибудь, то ты понимаешь, насколько они удобные, и несмотря на их странные какие-то формы, изогнутые подушки, эти диваны очень хорошо приживаются в интерьерах. Вот, например, здесь модель стандарт, это модель еще прошлого года, которую с отгибающимися во все стороны подушками, на которых можно устраиваться совершенно в любых положениях. И здесь модель Essential, это модель этого года, облегченная версия стандарт, облегченная и визуально, облегченная и по цене, что немаловажно, поскольку Эдра достаточно дорогая фабрика, но, возможно, эта модель, она будет добавить каких-то новых клиентов. Повсюду стоят торшеры, которые сделали в этом году, которые показывают вот эту вот немножко безуминку, что является сущностью фабрики, что сочетаются вещи, ну, самые невообразимые, да, вот такие диваны, вот такие торшеры. Вот с этой стороны у нас модель Boa, это даже трудно сказать, диван это или что-то еще, но тем не менее философия Эдра это диван, как бы, ну, конечно, для тех, кто любит именно валяться на диване, да. Зеркальная стена, это не просто зеркальная стена, а это библиотека, пейзаджи итальяне, итальянские пейзажи, которые отражают, собственно, все вокруг. И такой же комод зеркальный, необычная еще одна вещь. То есть эти вещи, конечно, они не являются основой интерьера, но они привносят в интерьер артистизм и именно составляют сущность итальянского дизайна. Фабрика Mimobili одна из моих любимых фабрик по работе именно с деревом. Они делают совершенно уникальные вещи. То есть любой предмет Mimobili, это может быть выглядеть как шкаф или комод, но это не простой шкаф и не простой комод. Например, вот модель новое дерево, видите, оно как будто плессированное, как ткань. Да, как будто это занавеска. И как это может открываться? Зачем? Это такой объект, который должен стоять один. Простое обманчивое дерево, но это шпон, который вот так вот выгнут и нереально совершенно выглядит. При этом открывается это вот так, чего, наверное, трудно ожидать.
да, и при этом здесь есть функционал, это может быть бар, сервант, все что угодно. Но сама идея сделать такую вещь, честно говоря, никому бы в голову не пришла, кроме этой фабрики. Это я знаю, потому что я сам люблю ставить их предметы в свои проекты. Появились в этом году лакированные вещи. То есть вот этот лак высокий глянец, это что-то новое. И здесь есть тоже всегда эффект обманки, когда ты вот видишь такую вещь, как какой-то комод, да, или консоль такой, при этом она выглядит монолитом, но неожиданно раз и открывается. Что заключено в этом? В этом заключено мастерство, потому что так работать с деревом, как работает и с формой, как работает и мебель, мало кто работает. Точнее, именно так не работает никто больше вообще. То, что я сейчас вижу в этом году, появились вещи, которые, ну, немного апеллируют даже к ар-деко, то есть вот как бы вот форма вот этого кресла и стол, цвета, отделки, появилось матовое золото, вот там вот с другой стороны появилось блестящее золото. Ну, вещи разнообразные, очень красивые, вещи все проектные, потому что у них можно взять индивидуальную отделку, индивидуальный размер. Они великолепны для тех, кто именно хочет привнести в интерьер вещи, ну, вечные, не выходящие из моды, потому что я считаю, что их вещи из моды не выходят, поскольку это произведение искусства. Ну как вот это может из моды выйти? Это никогда в нее не входило, да? Или вот такой комод тоже с какой-то фантастической системой открывания-закрывания. И посмотрите, какой эффект, как будто вот эти вот листья, они расходятся. Но в общем, это очень достойная фабрика, я считаю, одна из лучших, именно которая демонстрирует то, что умеют делать итальянские мастера. Мы на стенде фабрики Giorgetti, которая как раз, вот в отличие от некоторых, которые я называл раньше, больше специализируется на акцентных вещах, здесь вот эта фабрика, которая может стать хорошей основой любого интерьера. Все вещи, потрясающая работа с деревом, сочетание благородных материалов, разные породы дерева, мрамор, металл, стекло. И вот, например, бар, который представлен на этом салоне. Здесь видно то, что называется ремесленная работа, как все сделано аккуратно, дотошно, маленькие детали и так далее, и так далее. И снаружи это скульптурный красивый предмет. Ну, то есть, как бы вот на примере даже одного вот этого бара уже многое можно сказать о том, как работает фабрика, да? Например, вот этот вот футбол. Но для какого-то интерьера, например, там, загородного дома, это может быть прекрасное дополнение к какой-то комнате для отдыха, игровой комнате. И мне очень нравится вот дух фабрики, который сочетает серьезность и какую-то вот такую именно несерьезность в хорошем смысле, когда, знаете, игрушки для взрослых, которые тоже сделаны с таким же вниманием к деталям, с такой же любовью к дереву, к благородным материалам, как и мебель. Вот здесь можно увидеть группу диванную, например, да, диваны, кресла, и на дальнем фоне. Диваны всегда превосходные, очень удобные, формы вневременные, классические, но современные, такие легкие, тонкие линии, как бы, то есть это не тяжеловесные вещи, всегда очень изящные. И на заднем плане, если мы наоборот повернемся вот туда, мы увидим панели от фабрики Доберней. Это фабрика английская, которая делает стеновые панели и расписанные вручную обои потрясающей красоты. Все это на специальной бумаге, на шелке изготавливается. И они всегда работают в партнерстве с Giorgetti и делают вот такие цельные пространства, в которых практически ты ощущаешь себя как в жилом пространстве, что на самом деле сильная сторона вот именно стенда этой фабрики на салоне. Это не просто выставка, это фактически комната, в которой ты можешь посидеть и понять, как бы хочешь ли ты так жить или нет. Но я думаю, что большинство скажет: да, я хочу так жить.